Доброго часу, шановні сябры. З вами по-ранейшаму Алексей Блажевич, Беларусь, Светлогорск. Сегодня у нас 29 листопада 2021 год. Протягиваем с вами мои монологи АБ. Сегодня у нас тема референдум и выборы. Да? Все мы ведаем, что анонсовано уладами Беларуси, да, скажем так, самообвешченными уладами Беларуси о том, что будет референдум в ближайшие часы. Плануется на лютый месяц 2022 года. И зараз мы уже назираем, что, скажем так, демократичные силы, да, анонсовали агульный такой проект по деяниям на референдуме. На этот конт мы поговорим трошки позднее, в другим монологе. Разберем все плюсы и минусы этой стратегии и других. Еще есть 4 стратегии, они были представлены на дебатах, но, скажем так, особо плюсов и минусов никто особо не разбирал, просто были представлены. И попробуем с вами обрать такой, скажем так, альтернативный вариант, який бы подошел, який бы можно было бы организовать. Ну, это будет в наступном монологе. А сегодня у нас выборы и референдум Республики Беларусь. Итак, мы с вами ведаем, что с 1994 года в Республике Беларусь адбылося некалькі рэферэндумаў і шмат розных выбараў. Як выборы ў прэзідэнту, як мясцовыя саветы, так і ў парламент, так званы. Да? З пачатку 1994 года, то есть это были адзіныя выборы, якія прайшлі, скажем так, демократично. Да? Все остальные они проходили с порушениями, с великими порушениями. Калі браць так вот полно, то можно сказать, что ніводныя выборы пасля 1994 года, якія адбываліся, і рэферэндумы, яны не прайшлі демократично и, можно так сказать, что не признаны агульным цивилизованным грамадством. Вот так вот. И апошние выборы у нас были в 2020 году, да, вот тому уже почти, да, уже больше, чем год, на яких белорусы проголосовали супротив Лукашенки. По выборам. Значит, выборов было шмат, референдумов было, на мою память, да, получается, наверное, три референдума, наверное, было. Все по изменению Конституции. Вот, самый первый был в 1995 году, який пройшов з великими порушениями и, як некоторые выказываются, был незаконный. Разважаючи со знайомыми, коли, скажем так, коли Лукашенко стратил свою легитимность как президент, да, то есть первый момент, коли вот он подвел, скажем, поставил кропку, шмат кропки в своей деятельности. Я лечу, что вот как раз таки было с 1995 года при первом референдуме, когда он был отзначен, проведен с порушениями, с фальсификациями. Это были первые кроки, и я лечу с этого момента то, что Лукашенко нелегитимный президент Беларуси. Наступный референдум был в 1996 году, на наступный год. Там тоже, вот как раз таки получается, после этого референдума уже можно лечить, что Лукашенко был на 100% нелегитимным. Однако мы же ведаем, как история не має складательных моментов. И на даденный момент это
як кажуть, у Білорусі апошні диктатор в Європі. Ось так, вибори. Да, наближається вибор, наближається, скажімо так, референдум. З усіх боків гучать заклики, розважання про референдум, розважання про стратегії діянь так званих демократичних сил. Ось. І, скажімо так, яку стратегію обирати, як діяничати, от, кожен буде, звісно, вирішати сам. От, ніхто не може нікого примусити. От, но об этом мы поговорим в наступном видео. Так, про что еще сказать про референдумы и про выборы? Ну, наверное, на этом все. То есть, ну, было шмат выборов, было шмат референдумов, и ніводные из них, можно так сказать, что они не были признаны громадским цивилизованным миром, да, сусветом. Но все-таки же не гэты громадскі цывілізаваны сусвет неяк узаемадзейнічае з тымі ўладамі, якія былі ў Беларусі. Вот. І мы з вами жылі под гэтай уладай і былі згодны на гэта до мінулага года. Ось. Ну і до наступнага сустрэчы, до наступнага відэа наконт стратэгій дзеянняў на рэферэндуме, ці, можна так сказаць, не толькі на рэферэндуме, а і на выбарах, тому што, в прынцыпе, гэтыя стратэгіі будуць датычыцца нового какого-нибудь галасавання. Всяго найлепшага, да сустрэчы.